В аграрном университете будут испытывать новые препараты для медицины. Для этого в ВУЗе провели реконструкцию вивария на сумму почти 1,5 миллиона рублей. В блоке для исследований поселили более 100 грызунов. Кроме подготовки сильных ветеринаров, такая практическая работа увеличивает шансы ВУЗа выйти на международную арену. Подробности расскажет Динара Таймасханова. Давай мы тебя сейчас послушаем, проверим твое сердцебиение. Не бойся. Для маленького сердечка вполне стандартный стетоскоп. Медицинские процедуры малышам не нравятся. Студенты, наоборот, вместо сухой теории готовы сутками напролет осматривать пушистых пациентов. Морские свинки, мыши и кролики. В клетках около сотни биологических моделей. Если будущие ветеринары смотрят на грызунов как медики, то зоотехники ответственны за содержание и диету. Многие думают, что кормление животных – это вот, дал им что-нибудь и ушел. На самом деле кормление – это как высшая математика, потому что там нужно все вплоть до расчета, все это знать, цифры все, потому что ты можешь переборщить, и животному у него начнется ожирение или наоборот голодание. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Жиры, протеины и клетчатка. Меню составлено как у лучших диетологов. Все расчеты, сделанные в ВУЗе, используют в работе республиканские аграрии. Ведь на 70% здоровье животных зависит от кормления. Блок с так называемыми биологическими моделями появился в аграрном относительно недавно. Прогресс в ветеринарной медицине невозможен без практических исследований. На таких дисциплинах, как фармакология, мы исследуем, допустим, действие различных препаратов. При исследовании этих препаратов, после исследования этих препаратов, эти препараты могут использоваться, допустим, в лечении тех же кошек, собак, крупного рогатого скота, при установлении определенных дозировок этих препаратов. Будущие ветеринары и зоотехники могут изучать животных не только по внешним показателям. В соседнем кабинете размещен аппарат ультразвукового исследования. Сегодня кролика мы будем проверять на заболевания желудочно-кишечного тракта. Блок с грызунами обошелся почти в 1,5 миллиона рублей. Здесь не только можно исследовать новые препараты в медицине. ВУЗ сможет выйти на международную арену. На следующий год в учебном заведении ждут зарубежных экспертов. Попавших в этот список высших образовательных учреждений сельскохозяйственного направления в России всего 5. Это дает нам, во-первых, что выпускники нашего факультета смогут работать в странах Евросоюза без подтверждения диплома. То есть наш диплом будет приравниваться к международным европейским стандартам. Животных этого вида станет больше. Жилплощадь для грызунов рассчитана почти на 1700 обитателей. ВУЗ планирует стать поставщиком биологических моделей, в том числе для медицинского университета. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Владимир Шевчук. Новости Уфа.